день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем вечернюю встречу, которую непосредственно мы традиционно проводим по результатам действий оперативного штаба по недопущению распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции по состоянию действий за сутки на 4 июня 2020 года. Уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что сегодня руководитель управления Роспотребнадзора в республике Саха-Якутия зарегистрировано 2000 по республике 308 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Но необходимо обратить внимание на то, что за сутки у нас выявлено 94 новых случая ковид, в том числе город Якутск 60, Ленский область 19, Намский 7, Мегино-Кангаласский 3, Мирнинский 3 и Алданский 2. Оценивая устное состояние именно санитарно-эпидемиологической ситуации, необходимо обратить внимание на следующее. Сегодня, как я и говорила, что касается Алданского района, то всех их зараженных можно разделить на 3 группы. Одна из групп связана с недропользователем, который применяет как местный труд, как труд местных жителей, так и труд иностранной рабочей силы. Они уже тоже идут на выздоровление. Второй непосредственно с компанией, которая также является компанией работающих на территории района. У них тяжелых больных, у них лечит у нас центральная районная больница. И, соответственно, более легких, бессимптомных больных, изолированы, и оказывается помощь на основании договора путем обсервации, путем изолирования на самом месте дислокации. И третья группа алданская, которая, к сожалению, сегодня характерна, все-таки у нас она вышла в пределы города Томмота. Это контакты одного из местных работающих у недропользователя. Соответственно, Роспотребнадзор совместно с администрацией Алданского района и Центральной районной больницы очень грамотно провели все действия по локализации очагов и достаточно в четком понимании и в режиме постоянного контроля осуществляет деятельность для того, чтобы локализовать саму по себе инфекцию, вирус, и не дать ее распространить в целом по населению. Но необходимо обратить внимание, что касается Мирнинского района, то здесь, если ранее случаи, которые у нас были на территории Мирнинского района, они были в основном связаны с приезжими случаями, то, к сожалению, сейчас у нас по Мирнинскому району все-таки вирус у нас ушел в том числе и на жителей самого города Мирного, и соответствующую работу, опять же, оперативный штаб, в том числе и с помощью руководства компании «Алроса» в лице Алексея Прокопьевича Дичковского, достаточно четко организует на территории именно города Мирного. К сожалению, вновь во внимании эпидемиологов оказался один из недропользователей, который осуществлял обсервацию в городе Мирном. Необходимо обратить внимание также и на Мегино-Кангаласский улус. Здесь необходимо сказать, что у нас сегодня нагрузку Мегино-Кангаласский улус на себя взял достаточно большую. У нас 2 выздоровели в Мегино-Кангаласском улусе, 1 переведен с амбулаторного лечения, один переведен с амбулаторного лечения на лечение стационарное. Сегодня наши, расширенные койки инфекционного стационара Мегино-Кангаласского улуса принимают 44 человека. То есть это всем тем, кому мы оказываем помощь в условиях именно и силами Мегино-Кангаласской центральной районной больницы. Здесь в данной ситуации, к сожалению, сами по себе очаги являются, как я уже говорила, и крупными, и семейными, и от этого, и, соответственно, определяются и действия наших оперативных штабов на месте. Оперативный штаб Мегино-Кангаласского улуса на месте, он работает с дополнительной нагрузкой. Помимо локализации очагов и контроля за соблюдением режима полной самоизоляции, на Мегино-Кангаласский штаб ложится также оперативный штаб, такая функция, как контроль за непосредственно паромной переправой. При этом, как вы знаете, что у нас ограничения по паромной переправе существуют, и, соответственно, существуют и все правила, направленные на дезинфекцию, в том числе паромной переправы и транспорта на нем находящегося.
Соответственно, внимание, конечно же, у нас до сих пор во внимании оказывается Намский УЛУС. Вот здесь необходимо обратить внимание, что да, они прибавили действительно 7 случаев, но прибавив 7 случаев, вот они сегодня, в общем-то, так достаточно гордо говорят, что уже выписали сегодня 12 человек, излечились в самом Салбанском наследии. И у нас сегодня уже из карантинной зоны 19 есть вылеченных граждан, жителей Салбанцев. Ну и, соответственно, всего у нас, значит, как вы помните, в Салбанцах 52 инфицированных гражданина. Ну, я думаю, что сейчас у нас, значит, непосредственно, в общем-то, прошел второй отбор проб в Салбанском наследии, взяты практически все граждане, которые там проживают. Если удалось все сделать грамотно, граждане соблюдали режим самоизоляции, то я думаю, что, значит, в общем, такого большого распространения вот этот вот карантинный очаг не будет иметь. Главное было уже в Салбанцах при тех принятых мерах, которые были осуществлены, четко соблюдать режим, и тогда, в общем-то, можно было можно справиться силами, которые есть. Ну, также Намская центральная районная больница, благодарю врачей, которые сегодня работают. Как на самом поменялась у нас бригада медицинская в Салбанцах, как в Салбанском наследии, так и в Намской центральной районной больнице. Как вы знаете, у нас там развернуты дополнительные койки инфекционного стационара значит, непосредственно в наших общежитиях среднеспециальных учебных образовательных организаций. Что касается Ленского района, то в данной ситуации еще раз обращаю ваше внимание, что для Ленского УЛУСа как такового характерен все-таки достаточно большое количество населения, которое является населением привлеченным. И, соответственно, значит, достаточно много недропользователей вокруг Ленска работает. И также непосредственно, в общем-то, сегодня плюс 19 в Ленске. Это не новые какие-то лица, это не новые очаги, это те, кто находился, уже был под контактом и находился в нашем провизорном отделении. И, соответственно, ему сейчас уже будет продолжать оказываться уже инфекционная помощь для вылечивания. Если характеризовать вообще, как у нас вообще заполнены, например, койки в УЛУСах, то необходимо обратить внимание на следующее. Нагрузка, например, на сегодня в Алданском УЛУСе заполнена, значит, непосредственно 46 коек, в Мирнинском УЛУСе уже заполнено 22 койки. Ленский УЛУС, конечно же, как бы несет достаточно большую тоже нагрузку, 43 койки. Можно немного, так сказать, стуча по дереву, да, порадоваться за нерюнгринцев. Они сегодня, значит, работают, их инфекционный стационар, их инфекционная больница работает с 5 инфицированными. С 6 инфицированными работает инфекционный стационар Хангаласского УЛУСа. 2 продолжают лечиться в Верхневилюйском УЛУСе, 4 в Татинском УЛУСе, значит, 7 человек продолжают лечиться в Амиконском УЛУСе. Ну и, соответственно, я тоже поздравляю татинцев, потому что 3 выписанных, наверное, думаю, что это тоже достаточно хороший результат слаженной работы. В Мегино-Кангаласском УЛУСе, как я уже сказала, сегодня 44 у нас больных, 37 больных вот у нас в Намском УЛУСе именно в инфекционных стационарах, плюс вот это вот амбулаторное лечение. 4 в Вилюйске и 5 человек в Алюкнинском и 7 в Чурапчинском УЛУСе. Характеризуя непосредственно Чурапчинский УЛУС, необходимо обратить внимание, что оперативный штаб района по согласованию с республиканским штабом достаточно оперативно принимает меры, связанные с жестким, по большому счету, даже таким, действительно жестким самоограничением, которое осуществляется в селе Чурапчан. Но я думаю, что эти меры достаточно оправданы. К сожалению, не во всех районах такая жесткость имеет место быть. И необходимо обратить внимание, еще раз сказать о том, что все-таки по Алеппо необходимо усилить, значит, меры, направленные на, значит, принятие административных рычагов для того, чтобы вирус не распространялся. Вот, наверное, в целом вот такая у нас ситуация по районам. Мы теперь перейдем к городу Якутску. Значит, по городу Якутску необходимо обратить внимание, что у нас работает, как вы знаете, несколько, значит, помещений. Работает сам инфекционный стационар, работает несколько помещений открытых дополнительно. Ну и, соответственно, мы стараемся оказывать всю медицинскую помощь в полном объеме. К сожалению, как сказал сегодня уже с утра главный санитарный врач по республике Саха-Якутия, мы
потеряли одного больного. Ну, конечно, наши соболезнования от оперативного штаба. Ну, я думаю, что врачи достаточно долго боролись за жизнь и, конечно, делали, в общем-то, все для того, чтобы сберечь здоровье пациента. Говоря о таких вещах, хотелось и сказать, и поблагодарить тех врачей, которые сегодня у нас выписывают возрастных, значит, ну, мы их условно называем для себя бабушку и дедушку, пожилых граждан республики, которым, значит, ну, практически ближе уже там к 90 годам, они старше 85 лет оба, которые, в общем-то, достаточно достойно благодаря врачам вышли и сегодня, значит, покидают стены нашей инфекционной больницы и, соответственно, встретиться со своими родными. Значит, на что я бы еще хотела обратить внимание, мы продолжаем тестирование. Тестирование мы продолжаем, начали, как я уже говорила, и в том числе не только традиционная ПЦР, но и на ИФА. И, соответственно, в общем-то, наши все 11 лабораторий работают на проведение тестов. Порядка 3000 тестов мы так в среднем по республике и проводим. Продолжает также работать наше волонтерское движение. Но нужно сказать, что само по себе волонтерское движение, оно действительно оправдало себя, и ребят, которые достаточно долго у нас работают вместе и наравне с социальными работниками, уже, наверное, может быть, даже в какой-то мере для себя выбирают и даже будущую специальность, потому что волонтерство, социальное волонтерство, оно имеет такое свойство, да, как бы характерное, что этих ребят всех они очень милосердны. Поэтому волонтеров я хотела бы тоже отдельно поблагодарить. Необходимо обратить внимание на позиции, которые направлены на ограничительные меры. И напомнить о том, что указом главы Республики Саха-Якутия на территории республики введен режим повышенной готовности. И, соответственно, для ряда категорий граждан все-таки необходимо соблюдать те условия. И, соответственно, конечно же, хорошо, когда граждане их соблюдают, это снижает нам нагрузку на здравоохранение, для того, чтобы непосредственно все-таки не давать и распространению вируса как такового. Вот, наверное, в целом общая, значит, такая у нас ситуация, и готова ответить на ваши вопросы. Добрый вечер. Какова ситуация в Хатасах на сегодня? На настоящий момент в Хатасах принимаются все меры для того, чтобы локализовать контакты, как мы с вами говорили. Все контакты выявлены. Ну и сегодня, соответственно, задача Хатас лишь только соблюдать режим полной самоизоляции, введенный на территории города Иркутска, и все-таки постараться заняться в основном в Хатасах частные дома, заняться только своими огородами без активного посещения соседей. Да, я обещала, значит, вчера, что мы с сегодняшнего дня открываем прямую линию по выплатам в обсерваторах. Такую прямую линию мы открыли. Сегодня уже начали принимать, значит, соответствующие, значит, звонки, заявки на этот телефон 507-462, городской телефон оперативного штаба, 507-462, а можно звонить по всем вопросам, которые возникают, по вопросам обсерваторов на территории Республики Саха-Якутия.